Отделение Пенсионного фонда Якутии подводит итоги 2019 года. Совещания с участием всех 18 подразделений фонда пройдут с 17 по 19 марта в столице. О первых итогах работы сюжет Агафьи Гоголевой. Новым законом с 1 января текущего года расширен перечень лиц, которые могут получить материнский семейный капитал. Так, такое право теперь имеют женщины, родившие и усыновившие первого ребенка, если они не пользовались ранее таким правом. Размер материнского капитала составляет 466 тысяч рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, размер материнского капитала составляет 616 тысяч рублей. Такая же сумма полагается за третьего и последующих детей, также если ранее у семьи не было такого права. Также с середины апреля это одной из основных задач пенсионного фонда – это оформление сертификатов в проактивном режиме. Это означает, что после рождения ребенка пенсионный фонд самостоятельно, то есть автоматически оформит материнский семейный капитал по сведениям, полученным из Государственного реестра ЗАГС, записей актов гражданского состояния. То есть обращаться в пенсионный фонд за выдачей сертификата уже не потребуется. Также пенсионным фондом в этом году было много внимания уделено подготовительной работе с будущими пенсионерами, чтобы создать им комфортные условия и исключить необходимость личного обращения в территориальные органы. Чисто заблаговременную работу мы ведем для того, чтобы собрать полный пакет документов, сделать запросы. У нас Нерюнгринский район, особенность такая, что со всей России приезжали граждане Российской Федерации, со всех союзных республик, строили наш город. И сейчас они уходят на пенсию, мы, естественно, делаем запросы во все регионы Российской Федерации, в союзные республики. Поэтому чем раньше мы сделаем запросы, тем уже при выходе на пенсию будет сформирован полный пакет документов, и мы назначим пенсию с учетом всех пенсионных прав. В последние годы наблюдается положительная динамика увеличения количества граждан, обращающихся за госуслугами пенсионного фонда в электронном виде. Только в 2019 году доля граждан, подавших заявление о назначении доставки пенсий, составила более 87% от общего количества поданных заявлений на эти услуги. 4 года назад эта цифра составила 0,3%. Агафья Гоголева, Павел Пахомов, Якутск.